Здравия всем, люди добрые, во всех без исключения пределах нашей божественной, невыразимо прекрасной, сказочно щедрой и подло оболганной матушки Земли. Вы на канале Дед Пихто, если вдруг не догадались. И с вами, как обычно, Сергей Сливинский, ваш покорный слуга, дилетант, ренегат, балагур и сочинитель, нашедший временное пристанище в американском городе Бостон, что на севере от Нью-Йорка. Сегодня мы снова встречаемся в очередном эпизоде из цикла «Диалоги с дилетантом». И в свойственной мне манере я напоминаю, подчеркиваю жирной чертой: дилетант здесь, и это я. Итак, давайте начнем с объяснения понятия глобофашизма, которое я впервые услышал именно в таком произношении от нашего сегодняшнего гостя, раввина из Белоруссии Игаила Львовича Ягуди. Что под этим термином понимается? Ну, само собой разумеется, не требуется никаких комментариев. Глоба означает всемирный, а вот фашизм, для тех, кто не знал, да еще и забыл, означает слияние государственной власти, которая имеет абсолютную монополию на вооруженное и узаконенное насилие, с властью корпоративной, которая, в отличие от государственной, служит только своим сугубо корыстным интересам, преследует единственную цель – прибыль. И, конечно же, в сегодняшней ситуации корпоративная власть полностью узурпировала привилегию печатать деньги, как конфетные фантики, ни перед кем при этом не отчитываясь, и тем самым в состоянии подчинить себе полностью власть государственную, заставляя ее служить достижению своих тайных, преимущественно тайных целей. Корпоративная власть не отчитывается ни перед вами, ни перед кем-либо, кого вы можете знать. Конечно же, за понятием «корпоративная власть» стоят лица конкретных людей с именами и с адресами, но ни я, ни вы, ни кто-либо, с кем вы знакомы или познакомитесь, никогда не узнаем этих имен и не увидим этих лиц. Нам оставляют смотреть на экранах и слушать жалких клоунов и лакеев, поставленных на высокие посты, чтобы играть порученные им роли и делать написанные для них объявления. Для эффективного достижения своих тайных целей глобофашисты используют множество различных, проверенных временем и часто долгим временем инструментов и тактик. И самая известная, одна, во всяком случае, из самых известных таких тактик, это «разделяй и властвуй». Разделяй по любым признакам, как реально существующим, так и фабрикуемым, прямо по ходу повествования. Будь это религиозные, идеологические, политические, экономические, там, я не знаю, расовые, национальные, половые и так далее, и так далее, и так далее. В последнее время все более заметно, во всяком случае, с того места, где я сижу, используется один из самых старых и очень хорошо испытанных таких инструментов, так называемый антисемитизм. Почему так называемый антисемитизм? Ну, потому что на самом деле никакого антисемитизма, я уже говорил это и буду повторять столько, сколько потребуется, нет и быть не может. И то, как нам его подло и коварно подсовывают, есть в своей сути самая неприкрытая юдофобия, юдофобская фабрикация. Антисемитизма нет. И вот почему. Антисемитизм в своей сути должен означать доктрину ненависти всего, что имеет отношение ко всей группе народов, говорящих на семитских языках. Да? Вот обобщенно, семиты – это те, кто говорят на семитских языках. Соответственно, антисемит – это тот, кто ненавидит все, что с ними связано. Будь это их традиции, их музыка, ну, все, что угодно, короче говоря.
Но это в предлагаемом нам смысле совершенно абсурдно, поскольку если бы было так, если бы антисемитизм актуально существовал, то израильских евреев следовало бы считать самыми страшными и жестокими антисемитами в истории человечества. Поскольку они в течение десятилетий воюют и успешно воюют против своих семитских братьев, арабов, самых близких, заметьте, семитских братьев. Вязкие привычки ума не позволяют человеку легко стряхнуть упрямо навязываемые средствами массовой идиотизации штампы. Для многих из нас это совсем нелегко. Но в рамках этой беседы я предлагаю усвоить, насколько это является искусственным понятием антисемитизм, и вернуться к тому, что актуально существует, и существует издавна, и время от времени стимулируется и разжигается. Юдофобия. Юдофобия сейчас на сильном подъеме, по моей скромной оценке дилетантской. Я это наблюдаю и хотел бы, чтобы мы попытались разобраться с моим гостем, как это происходит и зачем. Игорь Львович, приветствую вас и приглашаю к микрофону. Двумя руками вашу руку. Действительно, термин антисемитизм является ерническим, хотя где-то он может подходить, я потом скажу. Термин юдофобия правильный. И есть еще один термин, который я обычно употребляю. Старое, хорошее русское слово жидоеды, жидоедство. Это, я считаю, очень точное слово. Но, раз уж вы дали довольно пространное вступление, я там должен пару моментов заметить. Ну, раз уж вы термин глобофашизм как-то отнесли к моему производству, хотя понятно, что не я его изобрел. Вот, я хочу пару моментов тут действительно сказать. Значит, что такое глобофашизм? Ну, во-первых, в отношении американского империализма выражение имперофашизм, собственно, уже десятилетиями употребляется здравомыслящими людьми, но точнее будет именно глобофашизм от слова глобализм этот. Вот, и тут нам необходимо сказать такой момент. Я всегда с этого начинаю, и без этого никуда не попляшешь. Я не придерживаюсь такого мнения, что вот из political correct стоит что-то затушевать, там, и кому-то понравится или нет. Вот я, например, недавно выпустил ролик на своем канале. После этого ролика у меня сразу убавилось 3 подписчика. У меня не так их много. С 560 стало 557. Я очень обрадовался. Я подумал, что это тот самый ролик, который должен быть. Я еще вернусь к этой теме. Я там прошелся по детским книжкам, которые из-под воль, значит, все эти писатели детские, знаменитые, там, шведские, фактически антисемейные детофобские посылы вставляют. Вот. Так что я прежде всего скажу, ценности, вы сказали ценности, казалось бы, общечеловеческие, не общечеловеческие. Тут надо четко определить, где мы стоим. Значит, ценности того, что сегодня, ну, у нас тут называют евразийским миром, так, это ценности, базирующиеся на авраамических религиях. Базисные ценности, они берутся именно оттуда. Всякое обличение, которое происходит, тех или иных пороков, тех или иных зверств, преступлений, частных или против человечества, которые осуществлялись или осуществляются под лозунгами тех или иных религий, само это осуждение, оно происходит только исходя из системы координат, которую дала человечеству вот эта самая система ценностей. Так. Вот, поэтому мы не должны удивляться, как вот скажем, да, ну вот вы сказали, удивление, где же человеческие ценности, как у нас тоже на белорусском телевидении, ну у нас как-то не любят вот такие моменты острые заострять, и как-то вот как же, куда оно делось, ну особенно когда на извращения смотрим, надо четко понять, понятие половых извращений установлено в мире только законом Торы. Затем
Оттуда оно пришло к мировым авраамическим религиям, и только там оно существует. Как верно объясняют поборники половых извращений, их насаждения, они приводят 150 примеров из животного мира. Ну, без этого они не могут, ведь они говорят, что человек – это животное. Но самое главное, в той самой знатной античной культуре, которой так гордится сообщество постхристианское западного глобофашистского мира, там, собственно, ну, все, в общем, на этом и вокруг этого. Вот. И они это знают. Надо сказать, к чести мира исламского, арабского, семитского. Пусть сейчас все антисемиты придадут полный смысл этому слову, дорогой Сергей Владимирович. Значит, у семитов доисламский период называется словом джагилия. Джагилия это означает мрак. Мрак, невежество, то есть, короче, дичь, варварство и т.д. Ну, никакие эти синонимы не дадут точности этого семитского слова джагилия. Так, а вот европейцы, наоборот, они своей дохристианской джагилией очень-очень всегда гордились. А сегодня, ну, собственно, продолжили ее посыл уже в ультимативном виде. Это один момент. Еще момент, который я хочу подчеркнуть. Значит, есть такой инструмент классового анализа, очень правильный, который, так сказать, относится, ну, как к марксизму его относят традиционно. Важно помнить, что это лишь инструмент. И, конечно, отрицание духовной сущности человека, то есть человек это духовное существо, да, оно не животное. То есть, когда человек говорит, меня не интересуют высокие материи, меня интересует реальная жизнь, это значит, что его интересуют те духовные посылы, которые он избрал. Нет человека без духовных посылов. То есть, если человек страдает от голода, холода, ему негде спать, он болен, да, ты его не можешь убедить, что он здоров, что он сыт, что это понятно. Но в тот момент, когда вот эти базисные потребности у человека удовлетворены, да, если человеку надо обязательно раз в 5 лет менять машину, или он сокрушается, что не может из Белоруссии полететь отдыхать в Египте, а только, бачите, в Крыму, это не значит, что он озабочен материальной жизнью. Это у него духовная жизнь такая. Вот. И это отрицать бессмысленно. И у человека есть такая штука, как жажда к наживе, которая, опять-таки, является духовной потребностью. Потому что, ну, кушать, в рамках кушать, да, ну, то есть голодный будет кушать все. И оно, кстати, не накладывается, да. Немцы описывали с омерзением, как доведенные ими специально до истощения, до голода советские военнопленные из азиатских народов едут дождевых червей с удовольствием, так? Но это не показывает никакую низость, это показывает, что человек правильно спасает свою жизнь. Но когда они, измываясь над этими самыми военнопленными, не над этими, в другом месте, предложили им, значит, кинули буханку хлеба, думая, что они сейчас на нее накинутся, как накинулись бы изголодавшиеся немцы, то один из этих военнопленных поднял буханку, поцеловал, дал в руки старшему, и он начал делить между ними. Вот мы и видим, собственно, где кончается у человека материальное и где начинается духовное. Вот. Кушать, будучи доведенным до истощения дождевых червей, это не ганьба. А вот терять человеческий облик, это совсем в другом выражается. И это уже диктуется не материальными потребностями, а соответствующим духовным обликом человека. Так вот, Маркс сказал, что за 300% прибыли капиталист пойдет на любые преступления. И я могу добавить в унисон еврейскому писателю Шолому Алейхему. Он сказал, человек подобен столяру. Ну, народная поговорка, цитировала он ее. Поэтому она известна, в общем-то, русскоязычному миру. Столяр живет и умирает. И вот человек также, да. Капиталист пойдет на преступление за 300%, но не всякий. И любой человек, то есть среди любой группы людей, не любой человек, спаси Бог, да, но среди любой группы людей будут те, кто пойдут на то или иное преступление за 10% прибыли, или за 1000, или за 50. Это жажда к наживе, которая живет в каждом человеке. Собственно говоря, правильные советские устои, они ввиду своей привязанности вот этой, значит, к материализму, то есть бессмысленному взгляду на человека, как, значит, бытие определяет сознание,
вот, они как бы отказывались понимать, что наживой движимы советские люди, так же, как любые другие, а чтобы они не были движимы наживой, надо это привязывать к абсолютным ценностям посильнее, чем, значит, научный марксизм. А к ценностям сущностным и как-то более откровенно их привязывать. В сегодняшней России это стало понятно. Сегодня у нас в Беларуси это понятно. Слава Богу. Это такой момент. Теперь дальше от этого мы переходим к вопросу глобофашизма, собственно, да. Значит, я считаю основополагающим документом глобофашизма документ, который, к сожалению, в русскоязычном мире малоизвестен. По сей день нету перевода на русский язык. Я для прикола обращался письменно пока так на расстоянии к различным людям, возглавляющим у нас учреждения там учебные, т.д., не подготовить ли перевод. Ну, понятно, не ответили, я буду его поднимать и в личных встречах. Доклад Киссинджера НССМ-200 1974 года, где он сказал, что надо сокращать население в мире. Доклад опубликованный, конечно, совсем не то, что обсуждалось в кулуарах, совсем не все, что обсуждалось в кулуарах, точнее. Да. Вот. И там объясняется, как надо насаждать детофобию и противозачаточные средства во всем мире. И объясняется, что делать это надо через национальные Минздравы. И там, собственно, выводится формула, что путем минимальных вливаний через минимальное количество людей в национальных медэстаблишментах, а медэстаблишменты, они корпоративные, в общем-то, в своей основе, тоже это не то, что кто-то придумал. Когда врач в Российской империи Вересаев показал истинную картину здравоохранения населения Российской империи и уровень подготовки врачей, на него набросилось все российское сообщество. Это были самые прогрессивные либеральные люди. Вересаев, он был такой полукоммунист, так, но он показал правду, и на него набросилось все это сообщество. Были те самые прогрессивные врачи, которые, значит, уже в районе перед Первой мировой войной сказали, что нельзя применять уголовный кодекс в отношении абортов и т.д. Вот такая прогрессивность. Это корпоративный медэстаблишмент. И Киссинджер знал, на что поставить, он на это поставил. Мы не можем ни о чем начать разговор об общественно-политических вопросах, когда мы сегодня находимся на излете мировой психодемии, когда, собственно, бандитская акция по сокращению населения была осуществлена успешно. Вот буквально сегодня мне прислали из Израиля ссылку. Опять-таки буду рад, если кто-то сейчас даст полный смысл слову антисемитизм. Так, пусть враги человечества действительно, так сказать, возненавидят не только еврейский народ, но и всех семитов. Послали мне ссылку, на ссылку с израильского ресурса, где ссылаются на канал Аль-Арабия, который из Арабских Эмиратов или из Дубая, по-моему, передает. И там некий доктор с символичным именем Ислам очень-очень осторожно, иначе бы это не пробилось в официальные, это из того, что я знаю, первое, что оно пробилось в официальные СМИ западного мира, что прямая связь между смертями, значит, от сердечных осложнений и осложнениями всякими, тромбозными, но он говорит, у людей, у которых предрасположенность к повышенной свертываемости крови. Ну, всякий, кто имеет минимальные знания, не обязательно даже профессионально-медицинские, да, их тоже имеет значительная часть населения, как ваш покорный слуга, знает, что громадный процент людей, он, собственно, обладает вот этим делом, да, небольшой процент обладает пониженной свертываемостью, это заболевание, чревато угрозой для жизни непосредственно часто, да? А повышенной свертываемостью, где повышенная, где нормальная, там границы очень тонкие. Вот. Пониженная свертываемость является непосредственно смертельно опасной болезнью. Поэтому так построен человек, что свертываемость она в сторону лучше повышенной, чем пониженной. Тут и достала псевдовакцина от известной барана-козявки. Это я хотел ответить. Дальше мы подходим к вопросу «разделяй, властвуй». Собственно говоря, опять-таки в сегодняшнем мире задачи империофашизма американского, который подхватил глобофашизм вообще международных корпораций, он это кинул еще на новый уровень, еще выше, чем, собственно, были интересы американского государства.
интересы государства где-то кончаются все же как-то. А глобофашизм, который, собственно, взял на вооружение все разработки американского имперофашизма, его интересы вообще нигде не кончаются. И истреблять людей ему надо бесконечно. Просто в качестве даже какого-то непрерывного такого занятия. Ну, как мы видим из известных событий, происходящих сейчас на территории бывшего СССР и тому подобное. Что бы ни было, важно, чтобы все время люди погибали. Вот. И, естественно, разделяя и властвуя, как бы оно именно вот такой приобрело контекст. Это вступление, которое я считаю необходимым после вашего вступления. Так, теперь мы переходим непосредственно к вопросу юдофобии, жидоедства, антисемитизма. Ну, совершенно верно, снова трясу двумя руками вашу руку. Слово антисемитизм, оно было придумано наукообразным образом, когда, значит, в 19 веке возбухал в Европе, а особенно, значит, захватил мрачный тевтонский гений в Германии, значит, с антихристианскими настроениями, с идеями отбросить химеры христианства, Ницше, вот, Карл Ульрихс, собственно, зачинальник современной западной идеологии извращений, который сказал, что педерасты – это высшая каста людей, и назвал их ураны по имени античного башка какого-то. Типа, ну, вернемся к античности, сказал Карл Ульрихс. И вот в этом районе, значит, возбухали юдофобские настроения, которые хотели поставить, вот сказать, научные, вот что-то есть такое поганое семитское, и назвали это антисемитизмом. Даже собрали конгресс антисемитов, и, собственно, оттуда это слово пошло гулять. Вот. А в русском языке задолго до этого существовало меткое слово «жидоед», которое я и предлагаю употреблять на все такие случаи. Ну и слово «юдофобия», как вы верно заметили, как славянофобия, как, собственно, ксенофобия. Вот. Теперь, значит, понятно, что инструмент ксенофобии используется всюду, всегда. И инструмент юдофобии, он является очень хорошим универсальным, потому что так угодно было Творцу, что, собственно, евреи, иудеи, которые действительно не являются собой этнокультурную общность в обычном смысле, являются собой духовную некую внеисторическую общность. Кому-то хочется признавать или нет, никак не знали коммунисты, что делать с этим делом. Решили быть национальность, как все национальности, открыли школы на идиш, стали туда заставлять евреев посылать детей, но евреи не хотели, чтобы дети получали образование на идиш, они хотели, чтобы дети продолжали потом образование. Вот. Чисто на идиш спресс говорили только в семьях религиозных евреев, но эти были готовы делать что угодно, чтобы только не идти в школы, которая открыла Евсекция, которая была на порядок более оголтела, значит, в своих антирелигиозных действиях, чем все остальные коммунисты СССР. Вот. И потом оказалось, как-то они вообще сошли на нет, и сегодня мы реально вообще не можем вне религиозных общин никакой общности евреев на всем постсоветском пространстве выявить. Вот. Так одним словом, расселилась по миру вот эта внеисторическая общность, собственно, и оказалась очень эффективна для власть имущих в том или ином месте насаждать антисемитизм. Его, опять-таки, вопреки примитивным марксистским схемам, насаждают не обязательно власть имущие в отдельно взятой стране. Так, как верно говорит публицист и историк немножко российский Стариков, говорит, государственные перевороты совершают государства, другие государства. Те, которые находятся у себя дома, они совершают государственные перевороты. Тот самый знаменитый, да, Майдан, как бы. Это совершено было государством, очень даже сильным государством, которое с группой других государств, достаточно сильной группой, конкурировали там. Вот. Кого они посадят во главу. И то мощное государство сказало, посадим более оголтелых, чем хотят те. Или менее оголтелых. Когда мы говорим, простите, на секундочку, когда мы говорим, это осуществило государство, то мы не забываем, во всяком случае, мне не хотелось бы забывать, что за этим стоят конкретные люди с конкретной идеологией, с целями
с деньгами для осуществления этих целей, вот этих программ своих, да? И эти люди во имя осуществления своих целей, вернее, достижения своих целей, они не посчитаются ни с чем, ни с каким количеством смертей, боли и страданий. Да, собственно, задача глобофашизма – это эксплуатация мировых ресурсов и сокращение населения. Это все изложено в докладе National Security State Memorandum 200. Киссинджер занимал должности совместно, переводя на понятный советским людям язык, министра МГБ и министра иностранных дел, МИДа, и в своем этом качестве он подал 208 меморандумов разного объема, разных тем по вопросам геополитического и оперативно-стратегического планирования Соединенных Штатов. Один меморандум стоит полностью особняком. Его большая часть – это подробное изложение медицинских вопросов. В подготовке его принимало участие 20 различных американских ведомств, а сформулировал Киссинджер эксплуатация ресурсов, сокращение населения. Так вот, мы теперь уже подходим непосредственно к вопросу юдофобии и насаждения юдофобии. Ну, очевидно... Разжигание ее, да, разжигание явного. Разжигание юдофобии, собственно, да. Ну, во-первых, тоже тут важно нам понять один принцип, вот это уже непосредственно по вашему вопросу, но вопрос такой, с другой стороны, такой основополагающий, геополитический. Сейчас мы в Беларуси, у нас сейчас очень плотно занялись уточнением и расширением изучения нацистского геноцида на территории нашей страны, нашей нынешней страны, и на территории всех стран, которые были оккупированы гитлеровской Германией, особенно на оккупированных территориях нашей большой страны Советского Союза. Вот. И я все время подчеркиваю, что, значит, употребление термина изобретенного, значит, англо-греческого, я считаю, ернического термина «Голокост», оно является собой, ну, во-первых, надругательство над жертвами, что Голокост означает всесожжение, жертва всесожжения. Это вообще из практики жертвоприношения в еврейском храме взято, так сказать. Да? У Филии были, Филию и побили. Ну, то есть, вот как барашка сжигали на жертвеннике, да, а вот так взяли, значит, в качестве барашков там миллионов 7 тех, кого нацисты посчитали евреями, значит, так или иначе урыли, в том числе путем всесожжения. Вот. Ернический гнусный термин, но самое главное его гнусность в чем? Что он ставит прожектора на жертв. А на жертв не надо ставить прожектора. Они жертвы есть. Прожектора должны быть на палачей, на убийц. Поэтому в некоторых случаях не надо скупиться на слова. И надо говорить нацистский геноцид. В отношении евреев нацистский геноцид евреев. В отношении белорусского населения нацистский геноцид белорусского населения. Вот. Ну, у сербов есть такое меткое слово сербосек. Да. Избиение сербов дорогими, значит, соседями других этнокультурных групп. Вот, действительно, слово сербосек, оно хорошо. Почему? Оно на языке понятном жертвам и народам, которые это осуществляли. Не народы осуществляли, но значительная часть, как бы, подонков и тех, кто за ними пошел. Из этих народов оказались большие проценты, не называя. Вот. И оно показывает, что тут сербосек. А Голокост — это гнусное ерническое слово. Я объяснил, откуда оно берется. То есть, ну, просто как бы вот. Таким образом, должен быть прожектор на тех, кто убивал. То же самое в отношении юдофобии, антисемитизма. Слово антисемитизм иногда уместно, дорогой Сергей Владимирович. Скажем, карикатурой на французском журнале «Шарль Ебдо», где в стиле Штюрмера изображаются, ну, как надо понимать, люди исламской веры, да, это, я считаю, вот точно антисемитские карикатуры, верно? То есть, ну, термин, который мрачный тевтонский гений изобрел, чтобы определить свою гнусную ненависть к народам, от которых пришли, собственно, ценности авраамических религий, да, ну, христианские народы, древнейшие Тора, семитские народы, так, и, может быть, поэтому с ними глобофашизм поквитался, значит, руками исламистских головорезов,
в последние годы, кто следил там за нюансами событий на Ближнем Востоке. Вот. Так, надо смотреть на тех, кто же это дело все запускает. Как они это запускают и почему. Это центральный момент. Небольшое отступление. Есть такая штука дикая. Я буквально самые последние месяцы как-то посмотрел на Ютьюбе. Значит, в Москве создали под эгидой религиозных евреев одной из общин. Ну, точнее, под эгидой их, сказать, материального вождя и учителя Равина Лазара, который, в общем-то, конечно, постать вполне позитивная. Он очень много Владимира Владимировича поддерживал в начале его пути и т.д. Но, значит, создана такая штука – музей толерантности. Можно создать музей еврейской истории и культуры. Очень мило, чудесно, так и назвать. Можно создать музей нацистского геноцида. Так и назвать. Можно создать музей евреев в Великой Отечественной войне. Ну, почему нет? Как бы евреи были тогда достаточно идентифицированы 3 поколения назад. И, в конце концов, если в школьном учебнике начальной военной подготовки перечислялись ведущие народности Советского Союза, сколько героев Союза из кого, и на 4-м, по-моему, там месте, значит, были те самые пресловутые евреи. А как назвали музей? Музей толерантности. Ах ты, елки-палки. Что такое толерантность? Мы знаем, где в западном мире употребляют сегодня толерантность. Толерантность – это насаждение извращений. А местами говорят в глобофашистском мире о нулевой толерантности. Когда, Сергей Владимирович, говорят о нулевой толерантности, скажите? Ну, я вас здесь должен прервать еще разочек и предложить вам такую мысль. Причем она наверняка будет так или иначе в головах многих из наших слушателей. Ведь сама идеология толерантности, если собрать идеологов, да, их имена, она пестрит людьми, которые идентифицируют себя как евреи. О, великолепно. Ну, это будет у нас, может быть, даже тема отдельного ролика. Но тут, раз вы затронули, я тоже немножко затрону. Какими именами она пестрит и что значит идентифицирует себя или других. Но немножко затронем, посвятим отдельный момент. Но так или иначе, значит, где-то говорят о нулевой толерантности сегодня в западном мире. Когда туда ездил российский какой-то артист, по-моему, казах он сам, да, ему там устраивали дикие обструкции и писали, что приходите все, значит, его там типа поносить, там срывать концерты и т.д. Надо продемонстрировать нулевую толерантность к неготовности декларировать западные ценности. Ну, от него просто требовали осудить, значит, свою страну, гражданином которой он является, которая ведет войну, значит, поставить себя в положение, собственно, перебежчика, да, публично. Вот такое требование, это западные ценности. Иногда... Да, не правда ли напрашивается определение, что, ну, толерантность от tolerate, да, терпеть, то есть терпимость, а никакой, их лозунг, никакой терпимости по отношению к тем, кто не принимает наше определение терпимости. Во, это точная формулировка, точная логическая формулировка. Так вот, значит, этот музей, я посмотрел некоторых ролики, я могу сказать, что это конкретно, ну, то, что они ставят в YouTube, это рассадник, безусловно, антисемитизма, юдофобии и жидоедства. Достаточно сказать, что название одного из роликов «Почему евреев все не любят». Как говорится, суши весла, да. Значит, там приходят ассимилированные евреи, совершенно неважно, напяливают они для лекции какую-то ермолку на голову, или они даже в ней ходят всю дорогу, или они демонстративно, так сказать, именно ортофобскую линию, так сказать, прогоняют, намекая так деликатно, что вот, значит, их, так сказать, там, идентифицирующих себя вопреки своему образу жизни, так сказать, всему бытовой и духовной культуре, вот идентифицируют себя как евреи, а есть бачты какие-то, которые, значит, вот, они реально, да, значит, сказать, живут как религиозные евреи, за них вот все беды. Это конкретно ортофобская линия,
Ну, и ёрничество во множестве других моментов, безусловно, насаждается в мире юдофобия, значит, вот этим самым милым заведением. Так. Вот. Сказать тоже, что это случайно, это нельзя. Ну, потому что кто-то ж дает на это деньги, оно существует, и все эти ерники, клоуны, значит, псевдознауцы такие. Один там, значит, претендуя там рассказывать о каких-то, значит, там еврейских понятиях, там духовных тех или иных, там, и он, значит, говорит, ну, вот типа как сантехник. Ну, у меня все, говорит, например, из сантехники тянет, я был сантехником. Ну, сантехник вообще специальность очень уважаемая, безусловно, да, как бы, и более того, можно быть сантехником и многому научиться, но тогда ты не будешь в лекции говорить, что меня тянет на примеры, потому что я был сантехником. Я, например, когда-то в далеком детстве в Израиле был бульдозеристом, да, я на больших таких бульдозерах работал. Я вполне горжусь тем, что был рабочим несколько лет конкретно в разных специальностях, посмотрел действительно, что такое мир капитализма, что такое мир капиталистической эксплуатации, так, вот. Ну, я же не буду, когда я объясняю какие-то духовные понятия, говорить, что вот меня все тянет на ассоциации с бульдозерами. Понимаете? То есть, как бы, быть сантехником почетно, а вот быть ерником, псевдознауцем и нести ахинею, и вот это дело запускать, это да. Так вот, это позорно. Значит, теперь мы подходим непосредственно к вопросу юдофобии. Значит, я всегда прожектор направляю на тех, кто разжигает и почему. То есть, когда кто-то что-то говорит про евреев, то или другое, вот, мне никогда не интересно говорить, что вот это, ну это же неправда. Известно, что любая апологетика, как бы, да, она, любая апологетика всегда сводится к оправданию претензий. Всегда сводится к оправданию претензий. Поэтому, значит, конечно, у меня большое отвращение вызывают, с одной стороны, профессиональные борцы с антисемитизмом, а с другой стороны, естественно, жидоеды и юдофобы у меня вызывают большое отвращение. А что касается антисемитов, вот тут немножко как бы, ну, человек может не любить семитов, может не любить евреев, вообще в принципе. Он может не любить семитскую внешность, может не любить семитский темперамент, не любить, всех любить нельзя, нельзя заставить любить, скажем, да. Мое, скажем, внутреннее, так сказать, восприятие тех или иных народов, оно тоже разное, оно не одинаковое. Естественно, человек интеллигентный, здравомыслящий, он не будет куда-то эксгибиционировать то, так сказать, что он, это самое, внутри, как бы, да, так сказать, ну, в какой-то тесной компании, да. То, что я, скажем, могу в компании тесных друзей в Беларуси сказать, мы также, те ролики, которые мы изготовляем, мы не будем там это озвучивать, да. Но это нормально. То есть, если кто-то недолюбливает семитов вообще, недолюбливает вот эту еврейскую, иудейскую общность внеисторическую, в частности, недолюбливает тех или иных людей ввиду их каких-то бытовых черт еврейских, но это, в общем-то, его право, пока он, так сказать, не нарушает права других людей, не оскорбляет. Это все, простите, пожалуйста, прерву на секунду, это все огромные натяжки, не просто большие, потому что все-таки, вся Вселенная стоит как бы на двух принципах, да, один из которых вариативность. Поэтому, говоря о том, что существуют какие-то общие еврейские черты бытовые, это огромная натяжка. Другое дело, если мы скажем, кому-то ухо режет сам звук семитских языков, к которым, кстати, идиш не относится, да? Как масса... режет ухо звук семитских языков. Тут мы ближе к телу, тут что-то конкретное прорезается. Массе приехавших с постсоветского пространства в Израиль режет слух именно сам звук семитских языков. Кстати, тоже интересная такая деталь. Так вот, значит, вы точно заметили, что громадная вариативность. Я говорю, конкретно человек считает конкретные черты кого-то идентифицировано как евреем еврейскими, его право, чтобы они ему не нравились. И начинать ему объяснять, что он недостаточно работает над собой, чтобы стать толерантным, я считаю, это глупо, да. Вот. Но тот, кто демонстрирует, эксгибиционирует какую бы то ни было неприязнь,
он, безусловно, является человеком, который подрывает, собственно, в обществе стабильность, устрой общества. Да. То есть за мысли диктовать нельзя, настроение диктовать нельзя. И то, что люди беседуют на семейной кухне или за дружеским застольем, полное право и говорить там то, что они считают нужным, опять же, сказать, в рамках Уголовного кодекса. Да. Вот. Чтите Уголовный кодекс. Так вот, необходимо всегда направлять прожектор на тех, кто вот это делает, кто публично демонстрирует свои нелюбви, оскорбляет кого-то где-то. И это общее абсолютно для всякой любой ксенофобии. Для любой ксенофобии. Возвращаясь к тому, что я сказал в начале, и трясу вам опять-таки двумя руками вашу руку, что вы сказали, что нету никаких объединяющих евреев в мире черт. Это 100% так. Это 100% так. Объединяет только религия, закон Торы, он объединяет тех, кто по нему живут. Но совершенно в отношении окружающих... Могу я вас здесь еще прервать, пока это вот горячо, пока актуально. Да. Дело в том, что ведь, в принципе, на эту тему написано много книг уже, и изнутри как бы еврейской общины, мне трудно так говорить, опять же, это будет противоречить этим тезисам, ну, неважно, евреями, так скажем, обобщенно, евреями самими. Одна из самых заметных за последнее время – это книга Шломо Занта, которую, по-моему, уже перевели на русский язык, ее название звучит как «Кто и когда изобрел еврейский народ». Вот. И эти книги, я как бы обобщаю их в один котел, они задают серьезный вопрос, а что общего между евреями мира? И, условно говоря, предлагают следующий тезис. Вот нас всех с мира собрать, да, с миру по нитке, и усадить за один стол. Мы не образуем этнос, потому что у нас нет признаков этноса одного. Мы слушаем разную музыку, говорим на разных языках, разная кухня, разные танцы и так далее, и так далее. Основные обряды разные, но у нас есть как бы одно писание, да, священное. У нас есть Тора, говорят они. Но это не определение этноса, говорят опять же они. Вот я не понял в вашем рассказе, кто мы там и кто они, и я начал с того, и снова... Собрали евреев за одним столом со всего мира. Евреев собрались со всего мира за одним столом. Для того, чтобы определить, что их объединяет. Опять вопрос, кого собирали. Надо посмотреть, все евреев ли собрали, и собрали ли действительно евреев оттуда, откуда собирали. То есть это, опять-таки я говорю, это все полная мура. То, что евреи не являются этносом, с этого начал. Коммунисты с наилучшими намерениями решили замутить, типа превратить евреев в националь. Это не национали. Я еще раз повторяю. Значит, я political correct ничего не ховаю, я говорю, надо признать, что человек это духовная сущность. Это надо признать, что евреи это внеисторическое духовное сообщество, которое определяет... для наших слушателей внеисторическое. Внеисторическое это значит, что понятие нации, да, которым сегодня, значит, машут, оно зародилось фактически на рубеже 18-19 века. Оно неразрывно связано с понятием фашизма. И более того, я хочу рассказать интересный такой момент. Он будет немножко малоизвестный, он даже много малоизвестный. Сейчас события идут актуальные, как мы знаем, на территории бывшей Молдавской ССР, так? Так вот, молдаване, они есть, собственно, первоначальное ядро вот этого народа, православные, которые писали кириллицей. И вот в 18 веке открыла осознающая себя как мировая сила, сплоченная против Востока некого, Западная Европа. Они друг с другом резались, это не проблема. Есть некий цивилизационный момент, опять-таки, который нельзя отрицать. Как смешно отрицать классовый анализ как инструмент, так смешно отрицать цивилизационные моменты в истории. И румынам объяснили, что они никакие не валахи, не Валахи, не Молдова, не там еще другие названия народности. Они рома, они говорят на романском языке. В нем такие же корни, как в благородном итальянском. И надо переходить на латинскую графику. И на протяжении всей первой половины XIX века переводили румынов на латинскую графику. Ну, кроме тех, значит, кто были на территории Российской империи, значит, как бы бессарабцы, молдаване. Вот. Их, значит, стали переводить на латинскую графику.
было запущено один за другим, централизованно через газеты уже были, алфавиты уродцы, полу туда, задача была перевести. Соответственно, во всем образованном сословии целого народа создали шизопаранойю, которая, собственно, является, шизопаранойя является движком всякой ксенофобии. И в Румынии развилась дикая юдофобия, страшные кровавые погромы, которые, как-то погромы ассоциируются с Российской империей, где на 5 миллионов евреев и громадную массу населения общего были местами какие-то погромы с минимальным, собственно, количеством жертв. В общем-то, там всякие другие беспорядки тоже, в общем-то, имели свою кровавую жатву. Так это было, по крайней мере, до Первой русской революции. А в Первой русской революции была тоже большая кровавая жатва, не только в еврейских погромах. Вот. А в Румынии, где было не 5 миллионов, а несколько десятков тысяч еврейского населения, с таким же или большим количеством пострадавших шли погромы весь 19 век. Шизопаранойя, она, конечно, подспорье для кровавой юдофобии, не только для любой злобной ксенофобии. Вот. И таким образом, надо обращать внимание на тех, кто является проводниками ксенофобии. Вот этой. И, собственно говоря, кто кого почему идет бить. Кто это инспирирует, то есть от слова «спирит», да, латинское «дух», кто вдохновляет эти процессы преступные. Например, в конце XVIII века прошли кровавые погромы в Англии, известные как Lord Gordon Riots. Есть такие зналцы среди нашей аудитории, наверняка, как тот сантехник, с другой стороны, которые, услышав Гордон, решили, наверное, били какого-то еврея Гада Гордона. Нет. Это был английский лорд, который возглавил кровавые погромы против католического населения в Лондоне. Не спрашивайте меня, как отличают британца-католика от британца-некатолика. Как-то отличают. А если заметут и своих англосаксов-протестантов, то кто считает, да? Когда была резня мусульманского населения дошнаками в Баку, так, то, естественно, замели туда и армян, и евреев немало, и русских как-то южной внешности. Там не спрашивают. Вот. До нашей Белоруссии долетели ассирийцы в начале 90-х годов. Ассирийцы. Откуда они долетели? Они долетели из Армении. Все, кто имеют южный вид и говорят на неармянском языке, это все поганые турки, которых надо бить. Вот так вот. Кстати, семиты нет? Логика простая. Логика простая. Ассирийцы-семиты, да, древнехристианский народ, очень точно. Собственно, их язык это примерно как язык Иерусалимского Талмуда. Одним словом, интересный, так что сделали католики? Ничего они не сделали. Как точно их резали, насиловали, жгли их дома? Да это вообще не интересно. Это занятие для Уголовного кодекса. Интересно, кто и почему повел на это, поднял на это. Как шизопараноические комплексы ненависти и личностной неполноценности приводят к тому, что поднимаются определенные люди, всегда образованные, которые начинают вести на вот эти все дела. Так. Теперь, если говорить, скажем, конкретно об явлении юдофобии, которая тщательно разжигается сегодня на территории Российской Федерации и через нее, скажем, во всем русскоязычном мире. Тут я непосредственно хочу уже действительно конкретно по теме провести анализ. Потом мы можем посвятить отдельной передаче тому моменту, что евреи никоим образом не складывают единый этнос, и как забавно обламывались те, кто пытались это отрицать. Этнос в плане, да, я сказал, нация сложилась когда? В 18-19 веке. Вот привел примерчик создания нации, на комплексах ксенофобии и шизопаранойи. Вот. Этнос – это вообще научный термин. И сказать, что кто-то складывает этнос или нет, это как люди живые, да, бесконечно вариативные. Какой-то кабинетный ученый изобретает какой-то термин. Он помогает работать.
категории гуманитарных наук, они помогают работать, они помогают разбираться. Но в тот момент, когда возводится в какую-то ультиму эти категории, включая понятие класса, безусловно, классы – это правильное название, да, есть классовый анализ, есть классы, но вводить это в какую-то ультиму – это совершенно бессмысленно, да. Как тот же Маркс, добросовестный, поднял руки и сказал, я не знаю, турецкий, азиатский способ производства, турецкий способ производства. Там не видать ни капиталистов, ни рабочих, ни классических феодалов, ни классических крепостных. Не видать и все. Ну, неомарксисты говорят, что там, конечно, был феодализм. Это Маркс не разобрался. Маркс не разобрался, они разобрались лучше Маркса. Маркс был немножко более добросовестен, чем они. Он поднял руки, сказал, я изобрел определенное построение, но оно работает не всюду. Вот, то же самое понятие этнос и любое такое понятие. Так вот, значит, юдофобия. Во-первых, мы знаем, что на территории Российской империи произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, в которой эти самые классы эксплуататоров впервые с зари истории лишили, неважно, имущества, лишили или не лишили, насколько лишили, тоже. Мы же не марксистские начетники, нас интересует реальность, да. У нас сегодня в Беларуси есть капиталисты, есть индивидуальные предприниматели, есть миллионеры сколько угодно. И среди них очень-очень немало имеющие то или иное еврейское происхождение. Ни один из них не имеет еврейской жены. Это тоже интересно. Ну, одним словом, политической власти нет у них. Нет у нас в Беларуси, у капиталистов политической власти. Капиталисты есть, политической власти у них нет. Великая Октябрьская социалистическая революция лишила вот эти правящие классы политической власти. Политическая власть перешла к большинству народа, рабочих и крестьян. А править должно меньшинство. Меньшинство называется на языке современной псевдонауки социологии на Западе. У них это псевдонаука. Они говорят о социологическом большинстве. Кто такое социологическое большинство? Это меньшинство, которое навязывает свою волю большинству, желательно самыми деликатными, изящными средствами. Вот. Как говорил вот один мой знакомый аид с Днепропетровска, а материал-то он тянется. Вот, да. Так вот, произошла такая штука. И, соответственно, во плоти капиталистического мира в Соединенных Штатах стали думать, как всячески обосрать то, что произошло на территории бывшей Российской империи. Поэтому не могли не обратить внимания на то, что о политической власти лишили то самое меньшинство, да, оно перестало быть социологическим большинством. Социологическим большинством стали рабочие и крестьяне, так. Но, как верно сказал Ленин, потом извратили в силу своего идиотизма, дебилизма, либо, естественно, злой воли выражения. Он сказал, что не всякая власть трудящихся, но не всякая кухарка может управлять государством, сказал он. Не важно, что она была кухарка, как я сказал, да, вот я горжусь, что я работал и бульдозеристом, и строительным рабочим, да, но я что-то знаю в других областях, что позволяет мне высказываться не только о, землеобработке или, строительных техниках в Израиле на уровне до индустриализированного Советского Союза. Так это было, по крайней мере, 35 лет назад, как сейчас не скажу. Вот. Ленин сказал, не всякая кухарка может управлять государством. А вот этому большинству рабочих и крестьян, которые пришли к власти, нужно было людей грамотных. Так? Нужны были грамотные люди. И, естественно, среди управленческого аппарата, на всех должностях, там, где люди старого режима не пошли на сотрудничество с советской властью, ввиду того, что очень были связаны со своей прошлой политической властью, и очень им стал поперек горла новый строй, как это хорошо Булгаков там объясняет, да, вот его социальный расизм, он такой показательный, такой наивный, что Сталин Булгакова просто
он его так огортывал, просто, ну, окутывал заботой такой, он говорил, он нам нужен, смотрите, ну, вот он, у него там прямо вот это социальный расизм к этим, значит, которые сейчас там управдомы, и евреи там какой-то среди них тоже. То есть евреев было немало среди тех, кто, собственно, стали осуществлять политическую власть. А сказали, умные, не капиталисты из карикатур, из книжки советской «Мальчишки-бальчиш», да, а правящие круги, в которых есть средства нанять самых интеллектуальных, самых умных, самых развитых и поставить им задачи. А тем более, если кто-то пнется сам, его использовать. И вот, собственно, идеи нацизма, они родились в Соединенных Штатах в 2020 году. Я отвечаю непосредственно на ваш вопрос, Сергей Владимирович. Тут нужно терпение, одной передачи не отделаемся. Потому что я сказал, я говорю о разжигании юдофобии на территории современной Российской Федерации. Так, и мы должны знать железно корни, откуда они идут. Их надо определить совершенно точно. Вот. А если после моего рассказа к нестройным, но вонючим рядам жидоедов, юдофобов прибавится кто-то из тех, кто слышит этот рассказ, чудесно. Значит, я, как хороший психолог, способствовал тому, что шизопараноические комплексы и комплексы личностной неполноценности каких-то людей наконец возбухают, а это, соответственно, даст им надежду на том или ином этапе обращаться к психологам и к психиатрам. Вот. Так они нанимают самых умных и изощренных людей, которые будут использовать то, что можно, для того, чтобы насаждать свои нужные интересы. Поскольку, безусловно, те или иные настроения, употребим еще одно слово, которое является в моих глазах нейтральным, достаточно нейтральным, антиеврейские настроения, которые существовали на территории Российской империи по той или иной причине. Так? Да, они, безусловно, существовали, мы помянули те же погромы, которые были всякие. Значит, решили, вот это то, куда надо нам цепляться. За это мы должны цепляться. Мы должны сказать, что там власть конгломерата славяно-монголо-жидов, и жиды, они над ними верховодят. И, собственно, там родилась эта идея в Соединенных Штатах. В 1920 году вышла книга, которая называлась «The Menace of the Underman». Это значит угроза, которую представляют недолюди. И там описывался вот этот конгломерат, и точно говорилось, кто им управляет. Что, конечно, был полный бред. Скажем, были люди еврейского происхождения, да, тогда, безусловно, идентифицированного. В партии большевиков их был очень маленький процент. Больше всего их было как раз-таки среди меньшевиков, которые воевали с большевиками. Даже среди белых Дело было... в том, что, простите, на секундочку. Дело в том, что в самом названии оно произносится по-английски как «The Menace of the Underman», да? Или «Untermensch» то же самое. English. По-немецки. Нет, я не к этому. Просто уже в самом названии заложено для человека, который хоть чуть-чуть иногда, даже в туалете сидя, привык думать за себя, уже заложена целая доктрина. То есть кто-то уже для вас определил, кто такие недолюди, underman, да, untermensch. Да. Уже кто-то определил и подает вам это как готовую доктрину. Вы должны это все только проглотить. За вас переживали, понимаете? Я это подчеркиваю для того, на кого это в принципе рассчитано. Это рассчитано всегда на человека, который не привык думать за себя и который готов все любые невзгоды в жизни, по чьей бы вине они ни были, а поиск виновного в своих невзгодах, он уже, в принципе, определяет, во всяком случае, дает некоторые намеки на определение вот этого человека как психологический уровень его развития, да? Так вот, он готов взяться за вилы или за что угодно, как только ему показали. А ту его, вот из-за кого все твои невзгоды. Ну, давайте скажем так, что искать виновных – это вообще-то занятие как бы обычное. Человеку свойственно винить в своей судьбе. Не соглашусь, нет. И Это этим нет в человеческой природе, другого. это воспитанное, это приобретенное.
Дорогой Сергей Владимирович, я сказал, мы сходу исходим из того, что да, что человеческое зло, оно вовсе неистребимо, оно не воспитывается, оно не воспитывается, оно неистребимо, оно есть. И даже муж с женой всегда, когда жена скажет, я сделал лажу, или муж скажет, я сделал лажу. Это вот ты мне то это. Нет, это обычно, это нормально, это часть человеческой природы. Что я хочу сказать, что когда человек ищет виновников, реальных или мнимых, не в своих проблемах, не в своем ближайшем окружении, люди, с которыми он взаимодействует, а в каких-то категориях, общностях измышленных. Это является всегда именно измышленных. Ну, потому что, как я говорю, что если рабочие пошли против капиталистов, капиталисты это не измышленные, это те, кто их эксплуатировали реально, да. Или помещик, который грабил крестьян, и потом его сожгли в 905 году вместе со всей там с дворовой челядью и с семьей, так сказать, да, и то, что как бы птичку жалко, да, но, как говорится, вольно было на трудовом народе паразитировать и излучать социальный расизм веками. Вот. А когда ищут какие-то измышленные там инопланетяне, жидомасоны там, английская королева, среди тех же американцев, кстати, очень распространенная паранойя, что в их это шизопаранойя конкретно, во всех их бедах виновата британская королева. Миром правит британская королева, и весь вот этот глобофашизм, это все происки, происки британской королевы, британского двора, американцев бедных, это самое. То есть шизопаранойя, она, значит, просто личностное качество. Люди, у которых есть определенная склонность, это вполне нормальные люди, надо понимать. Шизопараноический комплекс, это не то, что он несет ложку в ухо или вилку там куда-нибудь еще. Нет, все нормально. У него видение мира такое. Оно воспитано тем или другим, опять-таки, это пустые слова. Однояйцовые близнецы воспитываются в одной семье, вырастают разными людьми. Без проблем. Каждый человек, тут мы еще один важный базисный момент должны затронуть. Каждый человек имеет свободу выбора. Так, потому что истинность человека – это духовная истинность. Зло в нем заложено с рождения. Доброе начало вселяется в 12 или в 13 лет человека. А выбор дан ему выбирать, каждому человеку. Поэтому сказать воспитали, это был один из провалов хорошей советской идеологии, потому что она вот не стояла на этой твердой основе, что человек это духовная истинность, что зло свойственно неистребимо, что человек должен выбирать между добром и злом. А говорю, по условия. Бытие определяет сознание. При правильных производственных отношениях в обществе пережитки капитализма уйдут. Они возьми и не уйди, а взяли и социализм еще разбурили для интереса, который надо было защищать, а не бурить. Вот такое дело. Одним словом... Да, давайте вернемся к корням. Значит, кстати, филология. Слово «унтерменш», оно не немецкое, это немцы кальку с английского сделали. А англосаксы в своем ерничестве, они, значит, переводя, так сказать, когда речь идет о нацистах, но уже были нацисты, то, что они написали, они «унтерменш» переводят как «subhuman». «Subhuman». Ну, вы же знаете, что такое копирайт. Вы же отцы копирайт. Верните себе копирайт, ёлкин пень. Называйте андермен. Это же вы авторы. В этой сфере им копирайт явно не нужен. Но мы их вернем туда. Пусть, пожалуйста, на здоровье. Так вот, значит, начали всячески там, запущены были первые фейки буквально в 18-19 году с конкретными фамилиями, частью реальными, которые занимали другие должности, частью вымышленными. Было измышлен такой, я говорю именно про современную юдофобию, которая сжигается на территории современной Российской Федерации. Из нее на весь русскоязычный мир. Оттуда, она растет оттуда. Все, что было до этого, не имеет никакого отношения. Потому что мы должны понимать, что человек живет свою жизнь. А то, кого он помнит, максимум своего деда. Ему ни о чем не рассказал. Ни про дед, ни про прадед. Так вот, значит, был запущен буквально первый фейк в 18 году. Все советское правительство состоит из евреев. Там было десятка, 2 или 3. У меня оно все имеется, по-моему, даже в ресурсах тут сохранено. А я это когда-то еще на печати даже читал. Я заканчивал заочный университет в Израиле, и у него была прекрасная библиотека. И там все обучение было на письме и на изучении. И я
много чего прочитал. До того, как вообще появилась сеть, я научился пользоваться этой сетью. Вот. Значит, 2-3 десятка фамилий. И, значит, пресс-евреи. Евреем объявлялся Ленин. Вот там он объявлялся, значит, там раскопали, какой-то был бланк его, был прадед или дед, там он был немец. Масса немцев было, российских немцев, так. Вот. У нас один тут есть тоже в Беларуси доморощенный жидоед. Я вот сейчас им думаю заняться через республиканскую комиссию соответствующих экспертов. Так вот, он, значит, ну, как всегда, это известно в Америке, some of my best friends are Jews. Так он, значит, начиная предисловие с того, что он, вот, так сказать, евреев, многих даже очень ценит, он называет поэта Блока. Но надо иметь нормальное воображение, чтобы русского дворянина Блока, значит, определить. Вот. И вот, собственно, тот фейк пошел. И тот фейк, он, собственно, совмещал евреев с новым социалистическим строем, который, собственно, утвердился в Советской России. И вот эта традиция, она с тех пор пошла, собственно говоря, и с радостью ее фашисты подхватили, буквально ее развивали. То есть прямо известные там документы, если надо Егора Яковлева послушать, что вот, мол, такие-то там публикации про Советскую Россию, мы сейчас должны вот это, значит, все. Ну, и надо объяснить, что славян там вообще не осталось. Там только теперь жиды и монголы. Все. В 40-м году. Я не буду оценивать как бы вашу оценку, фейк или не фейк, но дело в том, что нам могут сразу возразить. Ребят, двух фамилий Егода, который, естественно, Ехуда, да, Генрих Ехуда, и Блюмкин, да. Яков Блюмкин, уже достаточно для того, чтобы начать разговор. Я сначала кину еще фамилию. Не обязательно. Просто там достаточно одиозных личностей. Но вот уже этих двух более чем достаточно, чтобы начать разговор на тему. Наркома внутренних дел СССР довоенного Бермана. Вот. Значит, опять-таки я говорю, что прожектора надо направлять на тех, кто подбрасывает имена. Конечно, фейком был тот список. И были реальные евреи, которые занимали реальные должности, в том числе высшие, как пресловутый Троцкий. Вот. И занимали много должностей на средних, в среднем особенно звене, по той причине, что я объяснил, да, что пока как бы выпустили рабфаки и новые советские институты, выпустили кадры, которые могли руководить хозяйством, собственно, взяли из имевшихся грамотных людей. И что делать эти 5 миллионов Российской империи? Там мужчины были уже поголовно грамотны по-русски, даже уже где-то к началу 20 века, так сказать. А адрес на конверте все умели написать, потому что когда жених с невестой, значит, если сватались там и какое-то время были в переписке, как водилось, ну, по крайней мере, среди более зажиточных, более образованных слоев, так надо было адрес написать по-русски, по-любому, да. Поэтому, значит, ну, так или иначе, один адрес не научишься. И, то есть просто было, и была масса, конечно, евреев, которые уже имели и среднее, и высшее образование. Процент был намного больше, собственно, чем среди остального населения. Вот. И очень я рекомендую тем, кого действительно интересует история, слушать лекции Елены Прудниковой. У нее именно хороший анализ, профессиональный, вот эти историки кабинетные ее не очень любят, а она именно дает очень четкий анализ ситуации. Она, например, ставит вопрос, почему в руководстве колхозов оказались кулаки. Председателями колхозов в начале коллективизации оказалась масса кулаков, которые, соответственно, проводили саботажи, все, что из этого там следовало. Ну и опять-таки, как бы, собственно, задача эксплуататорских классов это что? Эксплуатация ресурсов и уничтожение людей. Так она говорит, очень просто. Кулак вырос в зажиточной семье, как минимум 2 класса приходской школы он кончил. Бедные крестьяне, совсем которые бедные, бедняки и те, кто стали середняками после революции, да, они читать, писать едва ли умели. И, конечно, они не могли вести хоть документацию, которую должен вести председатель. Простейшая причина. Вот. Поэтому фейк как бы является фейком. Почему я говорю, что он продумывается
берутся какие-то факты за основу. И я смотрю, что даже когда я сказал, что оттуда растут многие современной юдофобии из разработанного в Америке фейка, даже и вам это немножко не понравилось. Почему? Потому что вы тоже как-то в мире живете, в котором... Я несколько глубже вижу это. Вот. Поэтому я говорю, что вот есть правительство, в котором там не 30 министров на самом деле, но соответствующих министрам там где-то там дюжина, скажем, да, и вот среди них имеется один еврей, еще какой-то еврей вышел, на каком-то этапе был введен там другой, скажем, да, или дают список из 30 еврейских фамилий, которые не являются правительством, так это, безусловно, это 100% фейк. Безусловно, он опирается на некоторые факты реальности, не имеющие ничего общего с то, что этот фейк хочет представить. Так вот, это было разработано там с единой ясной целью, что надо сменить этот строй и Россию привести туда, куда ее хотели привести в конце Первой мировой войны. Куда ее хотели привести? Туда, куда остальные империи. Что стало с Австро-Венгерской империей? Что стало с Турецкой империей? И туда же надо было привести Российскую империю, тех в качестве побежденных, а эту в качестве победительницы, полностью разоренную, с уничтоженной армией и с полной анархией внутри. Вот так вот. Большевики не дали это сделать. И, собственно, там эти были закинуты семена. Как и где, чем питалась юдофобия неумиручая, потому что вообще ксенофобия неумиручая. Как я объяснил, что зло в человеке, оно есть, его никто как бы не искоренит. Да? Искоренение должно происходить в рамках неуклонного навязывания исполнения Уголовного кодекса. И все. Опять говорю, кто что думает, это его дело. Так вот, очень интересно, какие были, но только к нашему времени не имеют отношения. Фамилии, которые вы бросили, я еще подбросил, это мы будем отдельно анализировать. Почему является бредовым насаждение ненависти к той или иной группе, реальной или измышленной, на основании того, что в каком-то царстве, государстве представители этой группы находятся на каких-то должностях. Почему это является совершенно бредовым? Мы этому посвятим отдельный ролик. Давайте, да, конечно. И мы увидим, что это действительно так. Хотя я думаю, что, в общем-то, люди достаточно интеллигентные. Конечно, вы, Сергей Владимирович, из самой формулировки вопроса уже, так сказать, поняли, да, о чем идет речь. Что если люди относятся к правящим каким-то группам, являются правящими личностями в том или ином государстве, реальном государстве, да, которое имеет четкие границы, политику, силовые структуры, да, приписывать происхождению, это как бы полная ерунда. Ну, какое-то там разваливающееся лоскутное государство, там может там стать губернатором какого-то района человек какого-то этноса и начать там гнуть какую-то линию свою, которая не представляет линию реальных, значит, весомых правящих кругов. А реальные весомые правящие круги, они всегда, как бы, представляют, сказать, культурную и культурно-духовную, скажем так, культурно-идеологическую адженду того государства, где они правят, а не какого-то другого. Так это, безусловно, было всегда в Советском Союзе. Вот. В колонии оно может быть иначе. И пытались англичане создавать такие, значит, псевдоэлиты, бантустаны. И вот сейчас, наконец, Черная Африка, мы видим, встает во весь рост и сказала нет. И все-таки нет. Все-таки нет. Сейчас, помимо встающей во весь рост Африки, еще существует тенденция к превращению России в бантустаны, в целый ряд бантустанов. Вот. И нам с вами обязательно утрут нос тем, что скажут, в этой тенденции явно вырисовываются два еврейских имени – Бжезинский и Киссинджер. Это к вопросу о разжигании юдофобии современной. Ну, я еще раз повторяю, что имена не имеют никакого отношения к происхождению. В частности, вы сейчас повторили фейк. Я первый раз, когда его услышал, был очень изумлен, ну, потому что мне было интересно, как бы, эти все люди. Я Бжезинского могу, как бы, мог посмотреть его происхождение уже в тот момент, как научился пользоваться интернетом. К евреям не имеет никакого отношения, но почему-то запущено, что он хоть имеет отношение к евреям. Он происходит из самых таких шляхетных поляков, которые
были всегда отношения таких достаточно антиеврейского отношения к евреям, и, естественно, никаких родственных связей с ними не имели. То есть это полный фейк, который, значит, овладел умами в русскоязычном мире, да, не доводится это слышать. Киссинджер действительно является сыном еврейских родителей из Германии, и опять-таки, собственно, они осуществляли политику правящих кругов. Я сказал, мы посвятим этому отдельный ролик, всему этому делу. Да, все это империями. Отдельно. Жалко разбазариваться. Соберите как можно больше фамилий. Не бросайте сейчас, соберите как можно больше. Мы прежде всего проведем там четкий, значит, анализ по происхождению. Кто каким конем к евреям тычется, а кто никаким. Как Блок и Бжезинский. Вот. И посмотрим, что значит вообще тычется или не тычется куда-то по происхождению. Какое это вообще имеет значение при обсуждении общественно-политических вопросов. Вот. А сейчас, значит, я хочу относительно разжигания юдофобии. Так вот, мы видим интересную через 100 лет дугу. Видим дугу. Почему, собственно, это является самым актуальным, я начал именно с этого, а, скажем, не с жидоедской пропагандой, которая была в царской России, очень развитая такая, крутая, изощренная, не с там каких-то тенденций антиеврейских, которые были в Советском Союзе в тех или иных кругах в те или иные годы. Вот. А именно, значит, во-первых, там корень, и просто перекидывается сегодня дуга. Просто перекидывается дуга. Значит, такой есть кадр Дэвид Дьюк. Дэвид Дьюк – это человек Ку-клукс-клана, а в Ку-клукс-клане были люди двух категорий, которые сводятся с одной. Значит, там примерно процентов 15 было конкретно агенты FBI, ФБР, а остальные отпетые куклукс-клановцы, которые были у них под колпаком, и о которых, соответственно, FBI тоже знала все, что можно, и любого из них можно было манипулировать как угодно, потому что они Уголовный кодекс США тоже бодро нарушали, но к этому относились простительно, как к любой другой преступной группе, где пасут не очень угрожающих окружающими преступников, чтобы в нужный момент взять за известную часть и побудить сотрудничество, а не отмыть ее в паевы. Вот, Дэвид Дьюк, он, значит, идеолог современного, значит, американского вот этого жидоедского поветрия. И я это дело немножко отследил в прошлые годы. Значит, у него была встреча в Дворце культуры «Торпедо» с приспешниками, значит, вот этого новороссийского, не по территории, я говорю, а, значит, ново-РФовского, значит, жидоедского сообщества, координатором которого было издательство «Русская правда». Ваш покорный слуга не пожалел своего времени, добился запрещения, жалко тоже тратить еврейские деньги на жидоедов. Но те книги, что я приобрел на книжной ярмарке в Минске, я добился их внесения в реестр соответствующий, а потом пошел к министру информации и сказал, что вообще надо бы объявить это издательство нежелательным. И с тех пор я его в Минске не видел. Правда, последние годы перестал ходить проверять, но сказали мне, вообще его уже вроде нет, сейчас общая идет зачистка, собственно, в России, и всякую нечисть надо выметать. Так вот, значит, приспешники вот этого самого Кодла, они пошли в Дворец культуры «Торпедо», где они братались с Дэвидом Дьюком. В чем я выскажу свое предположение, что он не с пустыми руками приехал в Россию, были годы Ельцинстана, когда денежные суммы ходили смело туда и сюда, и по-всякому, и, сказать, деньгами решались вопросы перевода тех или иных денежных сумм. Самое интересное было, очень это кодло, оно как бы уменьшилось, слава богу, в рамках возрождения России. Но вот когда была история с Крымской весной, я видел передачу, кто там был их идеолог, по-моему, один из бывших министров культуры в годы Ельцинстана. Не буду называть фамилию, а вдруг я не точно помню. Значит, он там в этом ролике
объясняет, Крым, что тут все за этот Крым орут? Нахрен нам этот Крым? Этот Крым давно евреи откупили, американские евреи откупили от кремлевских евреев, кремлевские евреи продали украинским, уступили российским. Нижняя строка была нахрен нам этот Крым, да? То есть, как бы, тут стало очень четко, для такого момента, собственно, держат агента влияния. Агенты влияния, они должны быть уверены, что они свою представляют адженду, да? То есть, ты набираешь людей с шизопараноическими комплексами, опять-таки, это вполне с виду интеллигентные, образованные люди, не вилку в ухо несет. Так. Ты набираешь таких людей, они клюют на это дело. Ты держишь в нужный момент сказать, нахрен нам Крым нужен. Ну, не пошла эта фишка там. Вот. И идея, значит, такая, немножко я посмотрел публикации, значит, вот этих, ну, уже давно было, ну, как, вот тогда, 9 лет назад, да, конкретно, типа, вот, у нас общий враг, вам хотят внушить, что Америка, нет, Америка не ваш враг, пишет, значит, вот эта компания там. Наш враг общий, наши евреи, ваши евреи, так сказать. Ну и тут самый такой потрясающий по своему идиотизму, значит, идет вот этот жидоедский тренд, типа «Гои всех стран, объединяйтесь против общего врага». Ну, мы заметили, что трудно единым этносом представить евреев, даже идентифицированных, самоидентифицированных. Представить не евреев мира неким единым сообществом, которое имеет единые интересы, как, например, Соединенные Штаты и Россия, которые фактически в состоянии войны сегодня находят, да, действительно у них общий враг. Общий враг это тот, кто затеял эту войну, но затеяли совершенно не по принципу той или иной принадлежности, да, этно-религиозной. Затеяли круги соответствующие, глобофашистского капитала, там выходцы из кого хочешь. И, естественно, там среди них будет немало людей еврейского происхождения, которые ничего сказать не имеют общего с чем бы то ни было, что, значит, с какой-то еврейской или иудейской аджендой как-то где-то связано, в том числе даже с интересами государства Израиль, тоже никак не связано. Это мы очень интересно увидели, да, тоже. Израиль фактически был правящей кликой, превращен в концлагерь для медэкспериментов в период психодемии. Значит, там шагнули большую часть населения, шагнули реально, а не на бумажке, как с этим ширянием, собственно, обходились в союзном государстве у нас тут. Вот. Сейчас там зашкаливают смерти вообще людей, молодых людей, значит, сердечное поражение, миокардит и, соответственно, значит, тромбозы различные. И перикардит, так, тоже как бы, ну, там, смертельный, не смертельный, ну, в общем, страшно. И вот мне сегодня прислали, да, я это поминал в начале, наконец, очень-очень деликатно сказали по арабскому каналу, и из него оно вошло в официальный западный СМИ, что да, есть связь между этой вакциной и страшными осложнениями и смертями. Так вот, просто все население там превратили в концлагерь для медэкспериментов, понимаете? Сказать, одни евреи, других евреев. Но это как бы и не ново. В этом плане, безусловно, марксистская доктрина, она стара как мир и права. Это тоже, кстати, тема для отдельной... Права, что угодно, да, что как бы биологическое происхождение абсолютно не определяет симпатии, обязательства и антипатии человека, да. Я, собственно, сейчас вот подготовил большую статью, даже, можно сказать, громадную, на какой-то малоизвестный такой интеллигентный портал у нас в республике о сотрудничестве сионистов с нацистами в годы, значит, нацизма в Европе и о коллаборационизме, так сказать, значит, еврейском, да, собственно говоря, которого как-то уходят прожектора, да. Почему-то все время прожектора на жертв. Прожектора должны быть на палачей. А когда прожектора будут на палачей, они будут на всех пособников, и тогда мы тоже интересно подойдем к еврейскому вопросу. Но совсем с других сторон... Подождите, Игорь Львович. Если, следуя вашей логике, если прожектора должны быть на палачей, то неразумнее ли будет сначала навести прожектора на тех, кто оплачивал этих палачей? Палачи всегда слуги. Нет, тут, значит, как бы очень схема немножко упрощенная. Значит, опять-таки, она пытается
подменить, то есть свести какие-то частности, особенные частности, то, что является просто общим человеческим правилом. Значит, все люди работают за зарплату. Все люди работают за зарплату, да. От сельского учителя до коменданта Освенцима все в Германии работали за зарплату. Испокон веку зарплату получали учителя и получали военные. Как трансформировалась немецкая военная традиция в то, что она трансформировалась не под непосредственной платой. Более того, что необходимо понимать тоже. Когда мы говорим глобофашистский капитал и его цели, надо хорошо понимать, что тут нету никаких конкретных целей. Снова повторяю, человек – это духовная истинность. Человек – это духовная истинность. Поэтому, как развиваются события, они непредсказуемы. Сказать, что все идет по плану глобофашистов, да нет. Ничего не идет по плану. Другое дело, что планы есть, и они самые безумные. Они составляются. Всерьез ли они принимают? Чем более планы глобальные, чем более они безумные, как, например, значит, там, покорение восточного пространства, тем меньше они связаны с реальностью. А оперативные планы, они, тем не менее, разрабатываются в их рамках. И вот тут очень важную роль играет именно фактор цивилизационный. Именно фактор, так сказать, этнокультурной и духовной жизни людей. Да? Ведь фашизм был общеевропейским явлением. Общеевропейским явлением. Тем не менее, немецкий фашизм, нацизм, сегодня как бы вот, типа говорят, правильно надо называть нацистами. Я считаю, что правильным была именно советская терминология, немецкий фашизм. Фашизм был общеевропейским явлением. В том числе был фашизм и польский, и балтийский. Так. И фашистские идеи были близки различным людям, русским и евреям. Философ Ильин приветствовал всячески фашизм в 20-е годы. А сионистский публицист Жаботинский создал произведение, которое назвал «Йоманошель фашистан», дневник, соответственно, вот такого, да. Как бы это было общеевропейское явление. Именно немецкий фашизм, он... Вы забыли еще писательницу американскую Эйн Ранд. Помните такую? Эйн Ранд это не писательница, а это идеолог, собственно, именно имперофашизма американского. Собственно говоря, можно сказать, что это самый заметный такой идеолог с претензией на гуманитарные науки, идеолог антикоммунизма, антисоциализма, американского имперофашизма, собственно, можно сказать, что на основе ее... При этом она наша землячка, да, насколько я знаю? Алиса Зиновьевна Розенбаум. Она уроженка Ленинграда, насколько я знаю, да, ее родители евреи. Да. Вот. Ну, как я отметил, что вообще среди образованных людей, собственно, которых по определению мобилизуют те, у кого есть деньги платить. Либо есть другие возможности для продвижения. Скажем, конечно, люди еврейского происхождения обладают повышенными, так сказать, амбициями часто и способностями интеллектуальными, ну, как бы, тоже надо сказать, да. Ну, по сравнению на общей карте человечества. Нельзя сказать, что кто-то большими, кто-то меньшими, но такая вот даны были способности для того, чтобы изучать Тору, да, как я сказал. Хорошо вот психологическую подоплеку этого рассмотреть, серьезно так, без идиотства, безо всякого и непредвзято. Да. Игаль Львович, простите, мы с вами почти 1,5 часа беседуем, вот, поэтому давайте какую-то итоговую сейчас черту подведем и уже продолжим в следующем эпизоде. Подведем не итоговую черту, а промежуточную. Да, вот. Да, итоговую в этом эпизоде. Завершение. Когда я вернулся с Израиля в Беларусь 13 лет назад, мне мой одноклассник, который тем временем стал врачом-психиатром, вот, сегодня он доктор наук, тогда был кандидатом, он мне сказал, что в 80-е годы, когда он, собственно, проходил стажировку, значит, Новинки, это наш знаменитый значит, центр тех самых болезней, он говорил, что 80% врачей и примерно 30% пациентов были евреи конкретно в этом самом, значит, центре Новинки.
Понятно, что из общего количества 40-50 тысяч евреев Минска они составляли процент все еще очень мизерный. Но там, в новинках, они были очень заметны. И врачи, и пациенты. И он, будучи, собственно, врачом действительно серьезным, очень четкий дал мне анализ профессиональный этого явления, совершенно замечательный. Относительно новинок, относительно в различных кругах власти и т.д. и продвижения по жизни. Этот анализ дам я в дальнейшем. Это, собственно, наша будет промежуточная черта. Но тому, что сказано сегодня, давайте подведем черту. Что когда разжигается эксгибиционированная ксенофобия, вражда, кому бы то ни было, это всегда, во-первых, движение к дестабилизации общества, деструкции, а не укреплению в нем каких-то основ. Вражда беспричинная, то есть вражда к этноконфессиональным каким-то биологическим там каким-то группам, то есть которые определяются не по каким-то признакам, определяющим роль группы в обществе. Да? Капиталисты – это реальный признак, скажем. Чиновники как-то – это реальная группа. Да? А там рыжие или хромые, или люди биологического происхождения какого-то южного, северного там и условно поделенного на национальность. Это измышленные группы. Это всегда в интересах разрушения этого общества. Всегда оно насаждается извне и всегда находит горячий отклик внутри этого общества, потому что то, что умело насаждается, оно всегда будет выглядеть, что это движение изнутри, и что действительно так мы и думаем. Это в этом и состоит хорошая работа. Ну, я думаю, что на сегодня хватит. Да, я тоже так думаю. Боюсь, что и наши слушатели потенциально думают так же точно. Поэтому я благодарю вас взаимно, в ответ трясу вашу руку обоими своими за то, что согласились на эту нелегкую работу. Она спровоцирует много самых различных отзывов, я в этом не сомневаюсь. Но вы понимаете, что вы делаете. Я, в свою очередь, очень хорошо понимаю, что я делаю. И это никак не связано с собирательством отзывов, с популярностью, наращиванием популярности и так далее и тому подобное. Абсолютно нет. Я благодарю вас от всей души, что согласились на эту передачу и последующие. Надеюсь на интересный цикл. Благодарю всех, кто был с нами. А именно с нами Игаэлом Львовичем Ягуди из Белоруссии, очень отважным воином, на мой взгляд, и со мной Сергеем Сливинским, также известным как Дед Пихто, из Соединенных Штатов Америки. Всем благ и до новых встреч. До новых встреч.